Соглашение вступило в силу с даты подписания, это было 19 мая 1993 года. В этой связи, согласно закону о международных договорах, которые действуют в настоящее время в Кыргызской республике, для денонсации международных договоров, которые вступали в силу с даты подписания, не надо принятия закона о денонсации Джоркингешем Кыргызской республики. То есть здесь принимает решение правительство Кыргызской республики. В рамках данного соглашения кыргызская сторона облегчала реализацию программ содействия США посредством освобождения от сборов, налогов, таможенных пошлин, ну и других тарифов на товары или поставки, какие-то услуги. Вот. И данное соглашение в основном большая помощь осуществлялась по линии ЮСАИД Кыргызской республики в рамках этого соглашения. Поэтому денонсация данного соглашения, она коснется как проектов ЮСАИД, но не как проектов ЮСАИД, так и других проектов, которые основывались на данном соглашении, на денонсированном соглашении. Соответственно, коснется всех лиц, которые задействованы в этих проектах, работают, юридических, физических лиц, которые задействованы и работают в рамках этих проектов. Мы не исключаем возможность сворачивания помощи, сокращения или сворачивания помощи американской стороной после денонсации данного соглашения. Будет возможно сворачивание, сокращение или сворачивание данной помощи, и поэтому возможно будут такие, скажем, последствия денонсации в отношении Кыргызской республики. Вот. Однако мы полагаем, что когда речь идет о определенных действиях, направленных против укрепления межэтнического мира и согласия в нашей стране, и когда создавшаяся ситуация не отвечает национальным интересам государства, то любая помощь со стороны другого государства, она как-то теряет свою значимость. В соглашении написано правовые нормы указаны, например, что там освобождение от налогов, таможенных пошлин, там привилегии иммунитета есть сотрудникам, которые приезжают в рамках реализации этих проектов. Причем привилегии иммунитета приравнены к административно-техническому персоналу посольства. Это там есть специальные привилегии иммунитета, там целый перечень привилегий иммунитета. Вот. Если соглашение прекращает действие с 20 августа, то вот представьте, что соглашения уже его нету с 20 августа. То есть нету таможенных льгот, нету таможенных льгот, нету привилегий иммунитетов. Вот такие последствия будут идти после денонсации соглашения. С 20 августа, то есть это не работает. Это уже будет идти в общем порядке, то есть не на основе соглашения, это будет идти в общем порядке с соблюдением законодательства Кыргызской республики.